Всем большой привет, друзья! С вами снова Вувен. Прямо сейчас мы расскажем вам о главных событиях этой недели. Меня зовут Богдана Акопян, и мы начинаем. В этом выпуске в СГУ прошел региональный чемпионат «Молодые профессионалы». В Институте гуманитарных наук возвращаются литературные чтения. Клуб настольных игр «Как здорово провести время в университете». Интервью с финалисткой всероссийского конкурса «Твой ход» и студенткой нашего университета Валерией Кардашевской. В СГУ имени Петелема Сорокина завершился 7-й открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». На базе университета соревнования прошли по 2 компетенциям. В течение 4 дней участники выполняли различные задания и демонстрировали свои профессиональные навыки. Наша съемочная группа побывала на открытии и готова рассказать вам все подробности. Кто владеет информацией, как говорят, тот владеет миром. Вы ближе всего к этому. Всем удачи! Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это ежегодное мероприятие в рамках международного движения WorldSkills. Сыктывкарский университет принимает его в 5-й раз. Цель проекта – повышение престижа профессионального мастерства и развитие профессионального образования. На мой взгляд, WorldSkills – это самое перспективное направление для изучения тех профессий, которые на сегодняшний день еще только появляются. С точки зрения атласа профессий будущего, самая устаревшая профессия – это профессия системного администратора. И при этом самая перспективная профессия – это профессия в области системного администрирования. Участвовать в чемпионате могут студенты средних профессиональных учреждений и школьники. К слову, в этом году на базе нашего университета юниоры соревнуются впервые. Главное участие, наверное, в этом чемпионате, в принципе, получение нового опыта, новых знаний и новый уровень соревнований. В Республике Коми чемпионат проходит по 46 компетенциям. На площадке СГУ имени Петелема Сорокина ребята соревнуются по таким направлениям, как сетевое, системное администрирование и программные решения для бизнеса. У нас будет касаться как программирования баз данных, так и приложений, как на андроиде, так и на десктопе. Так что вот так вот. По словам преподавателей, все задания очень сложные даже для профессионалов. Поэтому главная задача участников – не победить, а набрать как можно больше баллов. Задания на чемпионате WorldSkills очень сложные, они должны быть сложные даже для профессионала. Соответственно, ребята должны стремиться как можно больше выполнить, но полностью вряд ли кто-то успеет сделать. Завершились соревнования 3 декабря. В дальнейшем победители регионального этапа поедут на финал национального чемпионата, который пройдет в следующем году в Саранске. Андрей Мишарин, Полина Холодова, специально для Вувна. А у вас есть свои звезды? Вот у студентов Института гуманитарных наук они точно имеются. 2 декабря в 4-м корпусе нашего университета прошли первые в этом учебном году литературные чтения. Тема «У каждого человека свои звезды». Все желающие смогли выступить со своими произведениями или размышлениями о людях, космосе и звездах. Нет явлений, которые казались бы незначительными, и самое малое событие раскрывается до конца как судьба. Литературные чтения – это ежегодное мероприятие студентов филологического направления. Поэтические встречи проходят в Институте гуманитарных наук с 2016 года. По словам организаторов, в этом году к разработке мероприятия привлекли первокурсников. Тему звезд выбирали совместно с ними. Мы подумали про то, что тема космоса и звезд – это что-то, что нас, наверное, всех волнует, а звезды – это мечты, мы все думаем о мечтах, поэтому мы решили взять эту тему. Началась встреча с песней Noise MC «Вселенная». Затем все желающие выступили с понравившимися стихами, прозой или отрывками из произведений. Присутствующие смогли не только послушать творчество разных авторов по выбранной теме, но и высказать свои мысли на этот счет. Была очень теплая атмосфера, в которой приятно выступать, читать, делиться тем, что есть, тем, что интересно, тем, что нравится. И я думаю, что я еще приду. Всего на поэтической встрече прозвучало около 20 произведений. Следующие чтения пройдут весной. Валерия Голубева, Полина Холодова, специально для Вувна. Мучаетесь вопросом, чем занять себе вечером пятницы? Специально для любителей весело и интересно проводить время в нашем университете существует клуб настольных игр. Хорошая компания и большое разнообразие настолок не дадут вам заскучать. Подробнее в сюжете Олега Хохлова. Организаторы проекта – правком студентов СГУ имени Петелема Сорокина. В арсенале клуба самые разные настольные игры, от Уно и Монополии до Манчкина и Имаджинариума. Помимо этого, участники могут приносить и свои настолки. В Сыктывкаре не очень много клубов настольных игр, и в большинстве своем они платные. Вот. У правкома появилась отличная возможность купить настольные игры за свой счет и
А почему бы и нет? Для студентов приятно, нам это практически ничего не стоит, тем более вот так вот интересно и весело проводим время. Собрания по настольным играм проходят каждую пятницу в 18:00 в главном корпусе университета. Принять участие могут бесплатно все студенты вуза, однако с недавних пор есть небольшие ограничения. Число участников на одной встрече не должно превышать 30 человек, а для посещения требуется QR-код и маска. Также студенты могут приглашать и всех желающих, однако об этом необходимо предварительно оповестить организаторов. Пытаюсь каждую пятницу приходить, но иногда из-за обстоятельств может не получиться. А так, с друзьями в Imaginarium играем, в эволюцию. По словам организаторов, для самых активных студентов приготовлены подарки в виде настольных игр. Они будут вручаться за каждое 10-е посещение. Всю информацию о месте проведения встреч можно узнать в группе правком студентов СГУ имени Петелима Сорокина ВКонтакте. Также для участников существует специальная беседа. Ссылку на нее можно найти в той же группе ВК. Олег Хохлов, Егор Денисов. Специально для ВУЗа. С 27 по 29 ноября в Сочи прошел финал всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». Наш университет на нем представила студентка Института иностранных языков Валерия Кардашевская. Девушка стала одной из 1000 финалистов конкурса, а всего заявок на участие подавали более 500 тысяч студентов со всей страны. Мы связались с Валерией и пригласили ее к нам в студию, поговорили о конкурсе, путешествиях и впечатлениях. «Твой ход» — это всероссийский студенческий конкурс. На данный момент он является самым большим, который привлекает всех активных ребят с нашей страны. Концептом конкурса является как раз-таки развитие и оценка софт-скиллов. «Твой ход» — это тот конкурс, который помогает тебе оценить развитие работы навыки в команде, как ты борешься со стрессом. И тем самым наши фасилитаторы, то есть те люди, которые оценивали нас на конкурсе, дают тебе обратную связь. На первом курсе я закончила школу студенческого актива «Форсайт», где как раз-таки мы писали социальный проект. Это для меня был такой очень новый, интересный опыт, и я хотела бы как-то его применить именно в жизни. И как раз-таки «Твой ход» в рамках второго этапа, где нам необходимо было написать социальный проект, дал возможность именно реализовать этот весь свой потенциал. В финале был замечательный Сочи. Основная задача финала была как раз-таки написание социального проекта. Финал, он имел форму университета будущего. Все участники были разделены на факультеты, например, карьера, медиа, путешественники и так далее. То есть я выбрала как раз-таки путешествия, и мы решали проблемы, связанные с путешествиями. И писали этот проект. В течение 3 дней не было свободной минуты вообще. То есть каждую минуту организаторы заполнили какой-то полезной деятельностью, общением, развитием. И то есть реально получить максимум этого конкурса путем нетворкинга. 200 человек, то есть каждый 5-й получил 1 000 000. Как задумывали организаторы, эти деньги можно было потратить на обучение в магистратуре, улучшение жилищных условий и, к счастью, на любую свою мечту, как оказалось впоследствии. То есть ребята, которые получили это денежное вознаграждение, они могут потратить эту денежную сумму на любую свою мечту. И это ведь очень здорово. И просто, само понимание того, что буквально несколько дней назад у меня стало 10 друзей-миллионеров. Это невероятное ощущение. Просто в моей любимой книге написано такое, что вы среднее своих друзей, то есть если у тебя 6 друзей-миллионеров, ты будешь 7-м. Я хочу верить в это. Конечно же, как любой студент, который, в принципе, не видел такое количество денежных средств ни разу, было интересно пощупать эти деньги. Но после того, как я, собственно, приехала на финал конкурса, ценным стало другое. Мне невероятно повезло попасть в пилотную площадку, пилотную группу, которая состояла из 30 человек, то есть из 1000 человек. Каким-то счастливым образом меня выбрали в эту команду, которая непосредственно работала с организаторами, с чиновниками, с министрами. Я никогда бы в жизни не подумала, что буду работать бок о бок с такими людьми, как Разуваева, Кириенко и так далее. То есть именно эта встреча с этими людьми стала для меня невероятно ценной. Общение с этими людьми, оно было настолько неформальным, и они воспринимали тебя как коллегу. И именно такой опыт для меня был намного важнее, чем
вот эта карточка сертификат с 6 нулями. На самом деле у меня просто такая позиция в жизни – всегда идти в страх. Вот если ты чего-то боишься, значит там невероятная площадь, невероятное пространство, где ты можешь развиться. Вот всем ребятам нашего университета я вот желаю получить вот эту возможность поучаствовать в таком конкурсе, потому что это невероятные горизонты открывает. На этом все. Смотрите наши выпуски, не забывайте переходить в наш Инстаграм и начинайте готовиться к Новому году и приближающейся сессии. Всем спасибо за просмотр и удачи. До связи.